Мына бойле достар, бойле керекли ве файдалы рубриканы сейреттік, яңа ве таныш олмаған сөзлеріні өзімізге yazып алдық. Асылында соқақлар, соңки вақытлары Ақмешіт шерінде соқақлар бұл ең мұйым меселелерінден бірідір ве мына бұл мевзуға бағышланған біз яңа сөзлеріні огрендік. Şimdi ise программымызны девам етеміз. Сізге мұсафірлеріміз хақында вәде еткен едік ве мына біз фетисрамнен бераберлікте отырғанымызға көре демек кенді аңлағандырсыныз біздің студиямызға мұсафірлеріміз етіп келді. Насыл мевзуны олармен açıklayacağımız, şimdi siz erшені яқшыжа өзіңіз білерсiniz. Evet sayıqlı dostlar, belесе мұсафірлерімізнен субетіміз pek aktual olacak atты сабаның bu saatlerinde çünkü biz yemekler hakkında laf edeceğimiz bilemiz. Bizim seyircilerimizin çok sışımda sabalıklarını yapalar. Bunun için iştahınızı açacak bizim subetimiz. Bizim studiyamızda istidatlı yaş oğlan ve kız bala. Cemaat Yemeği ve Ticaret Kırım Колледжінің студентлері Юсуф Ибадуллаев и Виктория Паренькова. Салям алейкум, здравствуйте. Добро пожаловать. Как настроение? Великолепно. Как началось утро и как оно обычно начинается? Утро начинается с кофе, как обычно. Завтракаете ли вы по утрам? Да, конечно. Это обязательно. Завтрак является одним из важнейших приемов пищи. С завтрака начинается день. Если ты не позавтракал, целый день у тебя на протяжении дня усталость. Ты не заряжаешься той энергией, после которой ты именно после завтрака, которой можно только зарядиться. Ребята, расскажите, почему вы выбрали эту специальность, эту профессию? Почему решили стать кулинарами? Юсуф. Ну вот, я кулинар, а Вика организатор обслуживания. Я выбрал свою профессию, так как любовь к приготовлению, наверное, мне прививали с детства. Я постоянно находился с моей бабушкой, она постоянно готовила различные блюда. И мне было интересно, я пытался ей помочь, помогал, что-то получалось, что-то не получалось. И вот со временем я начал сам уже пытаться какие-то блюда готовить. Ну и в итоге вот это хобби вылилось в мою сейчас профессию. Виктория, что касается вас, как началась ваша история? Моя история началась с того, что у меня мама всю жизнь проработала поваром, а я не люблю готовить. Поэтому я выбрала профессию именно организации обслуживания, потому что я люблю делать что-то руками, то есть сервировать стол, мне это нравится. Складывать салфетки, натирать приборы, бокалы. Но мне это больше по душе, чем стоять у плиты и готовить. На каком курсе вы учитесь? Я обучаюсь на 4-м курсе, специальность технология продукции и общественное питание. Я обучаюсь на 3-м курсе организации обслуживания. Мы знаем, что в прошлом году вы участвовали в конкурсе, в котором ваше блюдо заняло первое место. Что это за конкурс? Да, конкурс WorldSkills – это конкурс молодых профессионалов, это конкурс профмастерства. В России это уже довольно распространенное. В Крыму этот чемпионат в прошлом году проводился в 3-й раз. Да, я участвовал вот в компетенции поварское дело. Конкурс проходил в Ялте. И там я занял 3, получается, призовое место. Первое. И конкурс проходил 3 дня. Получается, первый день был подготовительный, и 2 дня непосредственно ты готовишь комплекс блюд. В первый день было 4 блюда, во второй день было 3 блюда. Вот так. То есть там не одно блюдо, там Нет, комплекс? Там комплекс, там 2 дня полноценно. И вот за месяц нам высылалось непосредственно задание, которое берется с европейского чемпионата, и с учетом корректировки уже его распространяют на региональный конкурс. Вот. И в соответствии с этим заданием, с учетом корректировки, нам нужно было разработать меню и полностью его проработать, и непосредственно на конкурсе представить уже готовое финальное виде. То есть заранее уже было известно, что вы будете готовить, как презентовать, но сама готовка уже, как бы, понятное дело, не конкурс. Ну, нет, не скажу, что заранее было известно, так как задание высылалось абстрактно, высылался список ингредиентов, которые должны входить.
Есть обязательные ингредиенты, есть ингредиенты из черного списка, которые будут известны только непосредственно уже на площадке. И с учетом этих продуктов ты должен подкорректировать свое меню, не более 30% изменения, и непосредственно уже подкорректированное меню ты будешь готовить уже на площадке. Так или иначе, ингредиенты нужно совмещать из черного списка, из... Непосредственно, конечно, ты этом должен большая сложность. добиться, да, чтобы было не только визуально красиво, но еще и вкусно, чтобы это все ингредиенты сочетались по своей фоновой гамме. Ну и что же вы приготовили, расскажите. Ну, в соответствии с заданием в первый день у нас было 2 вида фингерфуда. Это маленькие закуски на 1-2 укуса. Обязательным ингредиентом был рис, и ингредиентом из черного ящика были грибы-шампиньоны. Непосредственно так. На второе горячая закуска была из морепродуктов. Морепродукт был тоже из черного ящика. Это были кальмары. Так. Еще на второе блюдо было тельное с сохранением классической формы. Фарш, начинка была на выбор участника. Непосредственно к нему подавалось 2 гарнира. Это нарезка турнет и второй овощной гарнир на выбор участника был. Это был овощной гратен. И на десерт был обязательным условием конкурса. Это должен был быть десерт с использованием заварного крема классической рецептуры. И я готовил грушу, фаршированную заварным кремом. Да. И во второй день мы готовили, по заданию у нас был винегрет в авторском исполнении. На второе блюдо было котлета по-киевски, картофельный гратен и пюре овощное на выбор участника тоже было. Непосредственно каждому блюду подается 1 или 2 соуса. Это конкретно по заданию, либо уже на усмотрение участника. Все должно быть декорировано с учетом всех требований, то есть конкретные рамки, посуда определенного диаметра, все должно быть в соответствии с требованием. Не допускается никаких лишних ингредиентов, никаких дополнительных аксессуаров, которые могли бы использоваться. Ну и на десерт надо было использовать тарт из песочного теста. А вот Слушай, аж интересно аппетит стало. разыгрался. Я сейчас слушаю название этих блюд. Да, винегрет в авторском исполнении. Что это значит? То есть вот мы все привыкли, винегрет, он и есть винегрет. Ну да, винегрет как бы мы привыкли, да, то, что дома все нарезают кубиком, все перемешали и, как говорится, готово. Неотъемлемая часть праздничного стола. Да, конечно, непосредственно. Но в авторском исполнении это ты используешь все ингредиенты необходимые. Обязательными ингредиентом должны были входить соленые огурцы. Это не должно быть исключено из рецептуры. А также все овощи. У тебя может быть произвольная нарезка. Ты можешь сделать в пюрированном виде, выложить слоями, сделать мусс там из овощей. Например, я делал мусс из соленых огурцов. Вот, подавал непосредственно. То есть здесь уже основную роль играет презентация Да, блюда. да. Не основная, ну, не ингредиенты, а именно презентация, то, Да. как оно... Ингредиенты все классические, а технология приготовления и непосредственно сервировка блюда уже на твое усмотрение. Но все же блюда оценивались и визуально, и по вкусу. Да, попробовали. непосредственно. И сам процесс приготовления оценивался, процесс подготовки, процесс подготовки полуфабрикатов в первый день приготовления. Это все оценивалось. Все, как ты хранишь продукты, как ты непосредственно готовишь, чистота, сервировка, температура тарелок, это все учитывается. А, Виктория, принимали ли вы участие в этом конкурсе? Нет, я первый год принимаю участие в этом году, и не по поварскому делу, у нас ресторанный сервис.
тоже WorldSkills. И вот первый год я принимаю в нем участие. А задачи стать немного иные. Да, Понятное дело. конечно, задачи стоят намного другие. Сейчас мы провели отборочный тур у нас в колледже, и сейчас мы готовимся уже к региональному конкурсу WorldSkills, который пройдет в другом учреждении и вообще на других условиях. У нас будет 3 модуля. Первый день – это ресторан, второй день – это бар, приготовление коктейлей, и третий день – это бариста, приготовление кофе. А потом уже вердикт будет. А сколько учебных заведений или сколько человек, как правильнее сказать, вот, принимают участие в этом конкурсе? То есть все участники, они представляют какое-то учебное заведение, правильно? Да, конечно. В этом году будет принимать участие всего лишь 3 колледжа. Со всего Крыма это Евпатория и 2 колледжа из Симферополя. Это уже в финале. Нет, это вот региональный сейчас только будет тур, а потом уже будет отборочный тур, который будет проходить в Москве. И там уже будут представлять Россию. Если из Крыма, ну, с Крыма в любом случае кто-то выиграет, и тогда уже будут представлять Крым непосредственно уже на материке, в России. Очень интересно. Расскажите, что вы чувствуете при этом, насколько это волнительно, когда ты вроде как профессионально пытаешься сделать свое дело, но понимаешь, что на тебя столько глаз на данный момент смотрит, руки не дрожат? Дрожат руки, очень волнительно, все участники волнуются, все переживают очень, так как на площадке много экспертов, все на тебя целеустремленно смотрят, каждый пытается как бы заметить какую-то ошибку твою на чем-то. Подловить, так да, сказать. так сказать. Но участники мало кто не терялись, держали себя достойно, показали достойный результат. Все было хорошо. Прям чувствуешь себя героем адской кухни какой-то, да? Да, в каком-то смысле, да. Расскажите, вот в этом году в финале будут ли какие-то интересные блюда, которые вы еще не готовили, допустим, до этого? Либо какие-то ингредиенты, которые не использовали до этого? В этом году, да, будет региональный чемпионат. Наш колледж будет представлять девочка. Она будет готовить тоже непосредственное задание, которое пришло с европейского конкурса. Тоже распределено на 4 дня уже непосредственно. Будет производить приготовление. Там уже непосредственно отдельно выделяются модули для приготовления фингерфудов отдельно и десерт 3 шоколада. Очень трудоемкий процесс, так как непосредственно 3 вида шоколада должно входить в тестовую основу, в начинку и в декор. Также еще 2 дня это приготовление классическое, как и было в прошлом году. Когда будет проходить финал? Финал будет проводить 19-го, да? 19-го. С 19 числа. С 19-го всю неделю. То есть, в принципе, времени для подготовки осталось не так уж и много. Да. Ребят, спасибо, что пришли. Мы вам желаем удачи. Конечно же, ждем у нас снова в студии уже с победами. Вот. И по традиции ваши пожелания телезрителям. Телезрителям пожелаем верить в себя, никогда не сдаваться и идти навстречу своей мечте. Виктория? И я хочу пожелать, чтобы все цели, которые вы ставите перед собой, чтобы они сбывались. И никогда не опускать руки. Это самое главное. Спасибо. Спасибо большое, Виктория. Желаем тебе поучаствовать в первый раз и победить. Юсуфу желаем уже 2-й раз занять 1-е место и заниматься дальше любимым делом. Спасибо, что пришли. Bu ise programımızны devam etemiz, men devam eteyim. Evet, bizim növbeteki kısmımız endi hazır. Onu beraberlikte bakmağa teklif etemiz. Sonra ise bizim studiyamızda suhbatimiz devam edecek. Buyurunuz dostlar.